В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В Верхневилюйском районе Якутии подтопило участки трассы Вилюй и паромной переправы через одноименную реку. Расскажем, как это повлияло на движение транспорта. В Амиконском районе введут аэропорт после реконструкции до конца этого года. Также планируется завершить реконструкцию аэропортов в Полярном и Алепинске. «Рисуем все» – один из самых перспективных проектов первого президента республики Михаила Николаева проходит в Горном районе. Подтопление участков трассы Вилюй в Якутии не повлияло на движение транспорта. Подтоплены подъездные пути к паромной переправе через реку Вилюй. Данные участки ведут к переправе через реку, которая не работает в связи с ледоходом. Перевозки осуществляются судами на воздушных подушках. Отмечу, что причал для судов на воздушных подушках расположен выше по течению реки. Автомобили при необходимости могут проехать к нему вброд или в объезд. Ледоход на реке Вилюй, по данным утренней сводки, под Хоринским наслегом оценивается в 9 баллов, под селом Верхневилюйск в 4. Уровень воды под селом составляет 986 сантиметров, при критическом уровне в 14 метров 50 сантиметров. За последние 12 часов увеличился на 9 сантиметров. Под Хоринским наслегом при критическом уровне в 9 метрах 35 сантиметров. Сейчас отметка на 686 сантиметров. За ночь уровень воды поднялся на 21. Ледоход в основном идет от реки Марха. На 661 километре федеральной трассы А-331 Вилюй произошло затопление дорожного полотна. Сейчас на месте работает 7 дней с техникой Нюрбинского филиала «Рик-Автодор», который занимается устранением последствий подтопления. Риска подтопления населенных пунктов нет. Тем временем ледоход на реке Ленин достиг Намского района. В зону возможного затопления весенним половодьем в районе попадают 18 населенных пунктов. В эти минуты сохраняется напряженная гидрологическая обстановка. Проведен отгон крупного скота и лошадей, домашних животных в заранее подготовленные места. На особый контроль взяты готовность гидротехнических сооружений, оперативных бригад и технических средств. Организация наблюдательных постов и постоянного мониторинга за паводковой ситуацией. Проводятся берегоукрепительные работы. Проводим работы по перегону КРС в безопасные места. Сегодня лошадей перегоняем, тоже помогаем населению. Ну и оповещение, информацию, беседы проводим с местным населением, как вести себя во время паводка. Помогают инвалидам где-то что-то поднять, убрать то, что может уплыть. Паводковая ситуация на территории Нюрбинского района по состоянию на сегодня стабильна. Как и заранее прогнозировалось, уровень воды на реке Вилюй высокий, но не критичный. Фаза активного ледохода прошла успешно в связи с проведенными превентивными мероприятиями по ослаблению прочности льда. На затороопасных участках не наблюдались. По состоянию на сегодня на реке Мархе ледоход средний, густой. Уровень реки под селом Жархан составляет более 7 метров. В прошлом году уровень воды тогда достигал более 10. Мы ждем активную фазу ледохода на реке Марха под селом Жархан. Причина слабого ледохода, мы считаем, что это подпор с реки Вилюй, потому что уровень воды сейчас на высоком уровне находится. Опасности наводнения к населенным пунктам на сегодняшний день нет. К другим темам глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочей поездки посетил аэропорт поселка Уснеры, 11-й аэропорт региона, реконструированный в соответствии с нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Подробности визита у наших коллег. Первым объектом, который осмотрел глава республики по прилету в Уснеру, стала взлетная полоса аэропорта, требующая реконструкции. Это по всей полосе, видите, пятаки все растут. Надо выход такой, менять грунт. Илдархан посетил семью участника СВО Григория Васильева, вернувшегося домой после операции. Очень обрадовался визиту 5-летний Ванечка, получивший в подарок от высокого гостя велосипед. Хочу поблагодарить Айсена Сергеевича за то, что он помогал и помогает в зоне специальной военной операции. И не только. Даже был сильно удивлен, когда сегодня на пороге увидел. Спасибо большое за подарки. Сын, жена очень счастливы. Жена все хотела аэрогриль. Сыну велосипед сильно прям понравился.
Айсен Николаев и сопровождающие его лица побывали на строящемся по программе переселения из аварийного фонда жилом 50-квартирном доме. Строители уверены, что сдадут объект к сентябрю. Цветы к памятнику воинам Великой Отечественной, как дань памяти и уважения. Очень значимое для района совещание с недропользователями, ведущими свою деятельность на территории Аймеконья, сегодня провел глава республики. Обсуждались фактически основные вопросы развития района не только сегодняшний день, но и на будущее. Отрадно, что глава республики и перед руководителями добывающих компаний, которые работают на территории Аймекона, поставил фактически те же задачи, которые мы обсуждали с ними на предыдущих совещаниях. В первую очередь, это общая работа во благо развития Аймеконского улуса, активное участие в социально-экономических проектах, особенно сегодня. Новая администрация района, глава района Александр Савельевич, конечно, хорошую, правильную работу провели за последние месяцы. И сейчас уже видно желание, не просто вот как бы там силой, да, вот уже желание золотодобывающей компании участвовать в этих проектах, социальных проектах, проектах благоустройства, улучшения жизни для того, чтобы вот как раз те люди, которые здесь живут, получали в том числе и такую поддержку со стороны этих компаний. Я это поддерживаю, мы соответствующую работу будем и дальше проводить. Глава республики увидел стремление местной власти к развитию и переменам к лучшему. И это радует. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Ситуации, когда время имеет решающее значение, являются обычным делом для сотрудников Центра медицины катастроф. Каждый день поступают заявки на перевозку пациентов из отдаленных районов Якутии. Очередной вызов поступил в Тампонский и Усялданский районы. В течение года количество рейсов может достигать 2600, что соответствует примерно 3000 пациентов. В настоящее время в штате работают более сотни врачей. Работа с авиацией осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России. Новый зал Музея краеведения и истории Усялданского района вызвал фурор среди населения. Так, к 80-летию Великой Победы сотрудники по своему проекту с помощью районного финансирования изменили старый зал воинской славы. Помимо уже существующих экспозиций про гражданскую и Великую Отечественную войны, нашла свое место и специальная военная операция. Все это предназначено, чтобы нынешнее поколение и будущее поколение не забыли про отважных воинов из Якутии, чтобы они гордились ими. В этом году мы обогатили выставку, которая экспонаты, которые предназначены для участников специальной военной операции. Да. Раньше было мало, сейчас на 10 человек мы материалы собрали, фотографии там всякие. И даже личные вещи участников СВО, вот они подарили нам. Поэтому этот экспонат еще будет обогащаться, я думаю, да. В Амге состоялась презентация районного проекта родительского комитета Балугурской средней школы «Страниц памяти», посвященного 80-летию Великой Победы. Инициатива была реализована в рамках всероссийского проекта «Хранители истории» и получила грант главы района «Инициатива молодых развитию села». В ходе мероприятия также была и представлена премьера короткометражного мультфильма, созданного воспитанниками детского сада «Колосок». Также зрители увидели театрализованное представление с участием учащихся и родителей Балагурской СОЖ. Целью данного проекта является увековечивание памяти героев Амгинского вуза с каждого наследия, с каждой школы. И мы на руках держим вот эту карту, который будет передан в краеведческий музей. Вот это мероприятие – это великое событие. С помощью этими выставками и конкурсами и всего этого мы помним о страшной войне, которая унесла с собой миллионы жизней. Рисуем все. Один из самых перспективных проектов первого президента республики Михаила Николаева
Он призван научить видеть прекрасное, открывать волшебный мир живописи, ценить красоту и раскрывать творческий потенциал. В Горном районе с апреля стартовала эстафета с переходящим кубком. На 1 неделю он передается школам района, где проводятся масштабные мероприятия. В течение недели проведены в нашей школе рисунок на асфальте. Дети рисовали на тему «Пусть всегда будет солнце». Это первоклассники и второклассники. И второй день у нас проводилась выставка «День Победы» и компьютерная графика. Дети нарисовали там сказочных героев. Хандыкчанка Валентина Токарева – настоящий труженик села. Работала кочегаром, штукатуром, маляром. Рано оставшись вдовой, она всю жизнь посвятила своим детям. С человеком труда встретилась Мария Винокурова. Валентина Архиповна Токарева живет в Хандыге более полувека. По профессии она телеграфист, но так сложилось, что до пенсии трудилась на мужских работах. Начинала фактуровщицей на складах ПМК, а после смерти мужа вынуждена была идти работать кочегаром. Надо было поднимать на ноги 4 детей-школьников. В те годы в котельной Хандыге были женские бригады, 3 кочегара и 2 зольщицы. По 12 часов в смену, и все вручную. В квартире убираюсь сама. И мою, и стираю, и глажу. Все я делаю сама. В магазин за продуктами хожу тоже. Когда я что-то не могу, я перезвоню сыну, он мне купит, принесет. Валентина Архиповна 15 лет трудилась кочегаром. Летом подрабатывала штукатуром-маляром, а после пенсии еще 5 лет проработала на стройке. До 57 лет таскала цемент, раствор. Она по праву гордится зданием Хандыкской средней школы, каменными домами, в возведении которых есть ее вклад. Когда школу начали строить, вот мы там часто принимали летнее время. Котельные не работали, в это время мы на стройках работали. Но тогда вся Хандыга работала на школе. Валентина Архиповна, несмотря на все невзгоды, сумела сохранить бодрость духа. Она и теперь в свои 93 года задорна и энергична. Самая главная гордость Валентины Токаревой – дети – Татьяна, Владимир, Любовь и Николай. Все они состоялись в жизни, получили рабочие профессии. Сами уже дедушки и бабушки. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.